Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении Фуата Гильмиева. 56-летнего мужчину обвиняли в жестоких убийствах двух пенсионерок и в покушении на убийство. Одну зарубил топором в ее же собственном доме, вторую вывез в безлюдное место, где и расправился с ней. Еще одной пожилой женщине удалось выжить. Какое наказание вынес суд, знает Нафиса Минязова. Выставили наружное наблюдение, и около 7 часов утра другого дня Гильмиев и соратницы вышли из дома. Тогда Гильмиева задержали. Вновь ему напомнили, как убивал, нападал и как был задержан. Сегодня в суде был заключительный процесс по делу 56-летнего Фуата Гильмиева. По версии следствия, за 6 месяцев в 2017 и 2018 годах он зарубил топором пенсионерку в ее же собственном доме. Вторую вывез в безлюдное место, где и расправился с ней. Еще одной пожилой женщине удалось выжить. Именно она и стала той, благодаря которой вышли на его след и задержали. Вину свою подсудимый признал лишь частично. И сегодня во время последнего слова он просил не наказывать его строго, поскольку у него не было корыстных целей, чтобы убивать двух пенсионерок и нападать на третью. В показаниях он указал, что первая пенсионерка пострадала из-за того, что обидела его. Она якобы издевалась над тем фактом, что он кормит чужих детей. Узнав, что женщина собирается ехать за слуховым аппаратом, он вывез ее в лес, где расправился. После убийства он забрал 28 тысяч рублей. Вторая жертва – тетя его бывшей возлюбленной. Ее он убил после того, как женщина отказалась давать ему денег в долг. Убив свою жертву, злоумышленник поджег дом. Следующей жертве удалось выжить, несмотря на многочисленные ножевые ранения. Ее он решил подвезти до автовокзала. Женщина ехала из Мамадыша в Удмуртию. Увидев сумки с женщиной и предположив, что там есть деньги, он решил на нее напасть. Но пострадавшей удалось выжить и даже позвонить дочери. После этого нападавший был задержан. Отличился мужчина еще одним способом. Будучи арестантом и находясь в автозаке, он нанес себе травмы, отрезал половой орган и порезал шею. Приговор Верховного суда Республики Татарстан в отношении Гильмиева полагаем законный и обоснованный. Квалификация действий полностью соответствует предложенным государственным обвинениям. Наказание также соответствует предложенной нами. Мы запрашивали назначить наказание по совокупности преступлений в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Суд назначил, соответственно, 24 года лишения свободы с ограничением 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии. Кроме того, подсудимого обязали выплатить родственникам погибших 360 тысяч рублей компенсации. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112.